Время новостей на Хабар-24. Меня зовут Вера Захарчук. Добрый вечер. Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с Наурыз Мейрама. Во время концерта на столичном велотреке Сарыарка президент призвал всех, независимо от национальности, вместе встретить приход весны. Глава государства пожелал всем мира, процветания и благоденствия, а также напомнил, что сила нашего народа в единстве и сплоченности. Как в столице началось празднование Наурыза, расскажет Елена Шрайбер. Вместо спортивной арены концертный зал с огромной сценой посередине. Чтобы поставить все декорации, явно понадобился не один день. Столько же ушел на репетиции, а все для того, чтобы Наурыз вновь объединил всех, независимо от возраста и национальности. Вообще зал велотрека вмещает в себя больше 9 тысяч зрителей, но создается впечатление, что на праздничный концерт пришли едва ли не все горожане, велотрек переполнен. И это неудивительно, организаторы приготовили необычную шоу-программу. Неожиданно в зале пошел снег, и зрители увидели волшебный танец зимы. Ей на смену, играя красками, стремительно пришла весна. Наурыз – это праздник прощения и процветания, время, когда желают друг другу добра и забывают все обиды. Простые, но главные истины еще раз напомнил глава государства. Весеннее равноденствие особое значение имеет для всех континентов. У нас это связано с обновлением, гармоничным единением людей между собой и природой. В этот день люди заходят друг к другу на Наурыз-көже, обнимаются, прощают старые обиды и желают друг другу благополучия, счастья. И дружно отмечают этот праздник без границ. Его дружно отмечают все населяющие нашу страну этносы. Наурыз напоминает нам о важности вечных ценностей, милосердия, взаимовыручки. Поздравляю всех казахстанцев с этим светлым, общим нашим праздником. Желаю счастья, добра, процветания, благополучия и весеннего настроения на целый год. История праздника, который не различает ни национальности, ни религии, началась 1000 лет назад. И сейчас Наурыз остается символом дружбы, братства и стабильности. Президент подчеркнул, для нашей страны празднование в этом году стало особенным. Казахстан начал экономические и политические обновления. Мы в этом году отмечаем Наурыз с особым настроем. Казахстан начал серьезное обновление. Я объявил о программе третьей модернизации, политической и экономической обновления страны. Мы внесли важные поправки в Конституцию Казахстана, которая улучшает государственное управление, делает ее более стабильным, смотрящим вперед. При этом станут крепче гарантии нашей независимости, нашего единства, согласия. Это позволит нам уверенно смотреть в будущее и определять вызовы современного развития мира. У нас одна цель, чтобы в каждом доме, в каждой семье, в каждом шанрахе было изобилие, была стабильность, чтобы каждый имел возможность спокойно трудиться для своей родины, для себя, имел возможность воспитывать детей и встречать с радостью каждый новый день. Это создается только трудом. Труд обеспечивается государством. Считается, что в этот день друг другу нужно желать здоровья, добра и достатка. Поэтому Поздравляю вас с этим праздником Наурыз. Желаю всего вам наилучшего, чтобы наша страна процветала, мира над головой. Всего вам наилучшего. С праздником Наурыз. Поздравляю всех казахстанцев с праздником Наурыз. Всем крепкого здоровья, мира, счастья. Всех поздравляю с этим наступающим праздником. И всем желаю, чтобы в этом новом пути добились все успеха. И все невзгоды и беды остались позади. И только вперед. Наш Казахстан, Аллах. и даже погода в этот день, как по заказу. Первые лучи солнца – настоящий символ прихода Наурыза. Сразу после концерта президент сменил классический костюм на национальный чапан и посетил этноаул. Нурсултан Назарбаев прибыл за пару часов до официального открытия в самый разгар прогона генеральной репетиции. На территории этноаула поставили белоснежные юрты, организовали восточный базар, установили качели Алтыбаканы. Словом, подготовили все для семейного праздничного отдыха. Отовсюду звучала музыка, а гостей и жителей столицы угощали баурсаками и Наурыз-көже. Наша подготовка длилась полчаса, потому что мы абсолютно готовы всегда.
так как мы гостеприимный народ, в Казахстане очень много национальностей и тесно сплетены, поэтому наша кухня не только восточная, она и азиатская, у нас есть и кожи, и баурсаки, то есть и печенье, и сладости, это тоже как бы европейское, но так как мы находимся в многонациональной стране, мы посчитали, что дастархан должен быть богатым, поэтому каждому казахстанцу в день Наурыза я желаю того, чтобы такой дастархан был у всех. Здоровья вам, счастья в каждый дом. Наурыз құтты болсын. Разные этносы, но схожие традиции, а главное одна судьба – строить процветающее государство. Именно так встречают казахстанцы День весеннего равноденствия. Елена Ширавер, Жандос Битабаров, Хасин Умаркулов и Алмаз Умаргалиев при поддержке телерадиокомплекса президента Хабар-24, Астана. Многотысячную армию гостей с южным размахом встречают в Туркестане. Город стал культурной столицей тюркского мира. На протяжении нескольких месяцев велась скрупулезная подготовка к празднику. Рядом с известным мавзолеем Хаджи Ахмета Ясави появился этно-аул, где представлены богатая культура и быт тюркских народов. Территория стилизована под старину. По древнему городу прошел караван верблюдов. Праздничное настроение создают и творческие коллективы. За время, пока город будет культурной столицей тюркского мира, здесь будут проводиться фестивали анимационных фильмов, традиционного искусства и сатиры. Запланированы айтысы, выставки книг, встречи с писателями, поэтами и художниками. Церемония закрытия назначена на ноябрь, тогда и станет известна следующая столица тюркского мира. Знаменитый поэт Макжан Жумабаев еще в прошлом веке писал, что Туркестан является колыбелью тюркского мира. И вот эти слова, вот эти все высказывания как бы нашли сегодня в праздновании Наурыз свое отражение. В Туркестан съехались из 25 стран мира сотни гостей. В Туркестане стали известны и обладатели крупной международной награды от организации «Тюрксой». Одна из них досталась и молодому коллективу телеканала «Хабар-24». Ежегодную премию учредили в 2010-м. В этом году ее вручили 15 средствам массовой информации, только 3 из Казахстана. В их числе оказались наш телеканал, газета «Анатолия» и журнал «Казакурт». Среди победителей также были представители Турции, Азербайджана и Узбекистана. Я считаю, что эта награда, она дорога не только нашему каналу, но и всему нашему агентству «Хабар». Это огромный труд всего нашего коллектива. Мы хоть и молодой канал, но уже успеваем завоевывать и республиканские премии, и первая международная наша премия. Это честь для нас, ну и большая ответственность. Мы теперь просто будем обязаны соответствовать международному уровню уже. Хабар-24 специально ездил в Казань, когда объявлялся Казань столицей тюркской культуры. Команды ездили туда, снимали специальный сюжет или даже подготовили короткий фильм об этом. Потом они ездили в 2015 году в город Мерв, Туркменистан, тоже команды ездили. Мы это все замечаем в то время. Мы считали, что достоин Хабар-24. В столице Афганистана началось празднование Наурыза. Многие жители собрались перед соборной мечетью Сахи. Были организованы различные мероприятия и накрыт дастархан. Однако, по утверждению местных властей, в этом году на празднование вышло гораздо меньше людей. Причиной этому послужила эскалация напряженности в стране. Также люди опасаются угрозы со стороны Талибана. Находившаяся во власти в конце 20 века, эта радикальная организация запрещала праздновать Наурыз как чуждый исламу праздник. Хочу поздравить афганский народ с праздником Наурыз. Хочу, чтобы в новом году все было хорошо. Каждой семье желаю счастья и здоровья. Венгерские власти открыли военную базу для защиты от мигрантов. По словам главы Минобороны страны Иштвана Семичка, база находится на южной границе, примерно в 220 километрах от Будапешта. Там разместят примерно 150 военных. Их главная задача – препятствовать проникновению нелегалов в страну. Местные власти опасаются повторения событий двухлетней давности, когда внешние рубежи Венгрии нелегально пересекали сотни тысяч беженцев. Кроме того, к лету завершится строительство забора на границе Сербии.
На южной границе число мигрантов, нелегально проникающих в страну, значительно снизилось. Венгерские военные в сотрудничестве с местной полицией делают свою работу, уважая при этом закон. В Брюсселе бастуют работники некоммерческого сектора, сотрудники государственных организаций здравоохранения, социального обеспечения и культуры вышли на общенациональную манифестацию против тяжелых условий труда. Наш собственный корреспондент бельгийской столицы Жаната Эрнст продолжит тему. Свыше 10 тысяч сотрудников некоммерческого сектора Бельгии вышли сегодня на манифестацию против непопулярных мер жесткой экономии правительства Бельгии. В течение нескольких последних месяцев профсоюзы требуют заключения нового социального соглашения для работников домов престарелых, инвалидов, различных медицинских, культурных и образовательных учреждений государственного сектора социальной защиты. Они выступают за улучшение условий труда. В частности, протестующие считают неприемлемым грядущее сокращение рабочих мест и отмену обязательных выходных, увеличение количества рабочих часов при низкой оплате за тяжелый труд. Мы представляем сектор культурно-образовательных учреждений, и мы выражаем солидарность с нашими коллегами-медиками. Мы хотим вернуть для людей предпенсионного возраста все положенные льготы и выходные дни. Это важно, поскольку в наших учреждениях уже дефицит кадров, нам не хватает рабочих рук, и отсутствие социального пакета делают наши профессии непривлекательными. Мы собираемся в третий раз за последние 4 месяца, потому что условия труда и оплаты социальных работников недопустимы. Нам нужен новый общественный договор. Мы считаем, что соглашение фламандского и федерального правительства Бельгии с профсоюзами должно быть заключено немедленно, а не к лету, как предлагают министры. Такой темп сегодня недопустим. Манифестация проходит в преддверии 2 встреч профсоюзов работников некоммерческого сектора с федеральным правительством Бельгии и с властями региона Валлония-Брюссель. Если переговоры не дадут никаких результатов, протестующие намерены выйти на демонстрацию и в апреле. Жанат Эрнст, Жомарт Ахметов, Хабар 24, Бельгия, Брюссель. Весна в Алматы пришла вместе с театральным фестивалем. По традиции он проходит в драмтеатре имени Ауэзова уже в 22-й раз. В этом году его посвятили столетию народной артистки СССР, актрисы Хадиши Букеевой. Зрителям представили 5 спектаклей и провели мастер-классы, а завершился фестиваль вечером воспоминаний о театральном маэстро, рассказывает Алма Уразбаева. Диана Лопе де Веги, Лиза Мольера, королева Маргарита Шекспира, Беатриче Гальдони. Хадише Букееву удавался любой образ. Она подкупала зрителя неподдельной искренностью. Ее героини, сошедшие на сцену с романов классиков, были настоящими, живыми. Актриса была известна даже за пределами советской страны, но признание и слава не избаловали ее. Напротив, Хадиша Букеева при ее непомерном таланте оставалась всегда скромным человеком. У нее была врожденная аристократичность. Да она и не бывает, наверное, приобретенной. А добавьте к этому еще и ленинградское образование и уроки от таких наставников, как Мейерхольд, Меркурьев. Хадиша Апай никогда не повышала голос. «Балакай», вот так ласково обращалась она к нам, своим ученикам. Хадиша Апай обладала большим материнским сердцем, рассказывают актеры. Она сама рано осталась сиротой, воспитывалась в интернате, не обиделась на судьбу. Наоборот, закалилась духом и стала заботливо опекать всех, кто был слабее. Мы были студентами, а Хадиша Апай педагогом с большой буквы. Ее обычные беседы с нами превращались в настоящий мастер-класс. Она не уставала заботиться о нас, и приютить могла, и накормить, и слово доброе сказать. Учила нас даже одеваться со вкусом. Мы всегда удивлялись, такая знаменитая и такая простая. Хадиша Букеева была справедлива и честна и к себе, и к другим. Это ее качество кому-то приходилось по душе, а кому-то не нравилось. Но оно ей помогло быть на сцене долго. Всегда необычайно элегантная и красивая. Зрители хотели видеть актрису вновь и вновь. Самый последний образ, созданный Хадишой Апай, это старшая жена профессора из постановки Калихана Исхакова. Я играл роль ее мужа. Ей было уже 84. Помню, кокетливо прохаживалась она по сцене и говорила: «Посмотри на мою походку». А походка действительно была грациозная. В тот вечер Хадиша Букеева сорвала бурю аплодисментов, а после спектакля положила голову на плечо своего ученика и тихо сказала: «Балакай, это мой последний спектакль». Театр был ее жизнью, и она в нем была талантливым исполнителем.
Алма Уразбаева, Сержант Жумабаев, Алматы, Хабар 24. К данному часу это пока все новости. Хорошего вам вечера вместе с Хабар 24. До встречи.